травмпункты Якутска все чаще обращаются пострадавшие горожане. В республиканской больнице номер 2 озвучили статистику. Насколько увеличилось количество обращений и с какими травмами в это время года обращаются наиболее часто, расскажет Саргалана Федорова. Уже несколько дней в Якутске царствует гололед. Он стал серьезным препятствием, особенно для пожилых людей. Елена Готовцева в прошлую пятницу оказалась в больнице по вине скользкого тротуара. Упала и сломала руку. Ей сделали операцию. Прошла успешно. К концу недели Елена готовится выписаться. Просто как-то слетела и упала. Вот так подбрасывает иногда человека как-то. Ну, уколы, таблетки. Еще это повязка, перевязку делаю и на ремне хожу. Иногда 2 раза в день. И все нормально, сплю хорошо. В учреждение за сутки обращается в среднем 20 человек с переломами и травмами. Из них госпитализируют порядка 6-7 человек. Среди наиболее характерных травм, с которыми горожане обращаются к врачам, перелом конечностей. Человек, когда падает на руку, ломает себе выше лучезапястного сустава, лучевую кость, в типичном месте называется, лодыжки ломают, на ногах, нижней конечности, связки разрывают. Есть специальные средства, наверное, которые продаются в аптеках, в магазинчиках. Надо их приобретать и пользоваться этими когтями, как они называются, да? Одеть на обувь и ходить спокойно. У пожилых людей диагностируют наиболее серьезные травмы – переломы позвоночника, бедра. Врачи стараются оперировать больных как можно быстрее. Доктора выполняют до 10 операций в сутки. Чаще всего ломается лучевая кость. У молодых это переломы нижнего отдела голени, лодыжки ломаются. Надо уметь правильно падать, но не каждый это сумеет. Поэтому нужно просто с осторожностью передвигаться. Погодные условия в столице остаются сложными. На этой неделе вновь ожидаются осадки, перепады температуры воздуха. Не все тротуары посыпаны песком, поэтому пешеходам следует сохранять особую бдительность, передвигаться осторожно, наступая на всю подошву. Саргалана Федорова, Григорий Хлопков, Якутск.